я хочу до него все-таки напишите как бы третий же вопрос, да? Небольшие подразделы, символы и знаки в культуре религии, символы и знаки в культуре религии. Символы и знаки в культуре религии. Религия, религиозных воззрений. Религиозных воззрений. Вот мы с вами только когда встречались впервые, значит, и сказали, что по сакральные и профаны, например, мы с вами выяснили храмы, иконы, священник, книги, тексты. Это есть. А что же было, какие символы и знаки, и что символизирует, например, раз мы с вами, тема нашего сегодня архаичные верования, мы как бы просто бежим по этой теме, да, но тем не менее мы должны с вами посмотреть, а что же это означает, потому что в архаичных верованиях, то есть в первобытных или в древних верованиях у многих народов одинаковый культ, одинаковый, что будь то у индейцев в Северной Америке, будь то, значит, ну, скажем, у чувашей, башкир, например, европейской части России, то, что относится к древним верованиям. И поэтому давайте рассмотрим символы и знаки, и культы, и потом, например, постой, ладно? Так, давайте посмотрим символы у бурят, вот в архаичных верованиях, это самое. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, число я решил, я немножко посокращу, а сам текст вы возьмете. Вот смотрите, с Солнцем связан целый ряд символов. Запишите, пожалуйста. С Солнцем связан целый ряд символов. Солнце – это белый цвет, может быть красный цвет, кровь, жизнь, может быть. На основании их можно судить о творческой функции Солнца. Но здесь, правда, описан более такое, более ранние, что ли, культы, то есть обрядовая сторона. Здесь свидетельством бытования культа Солнца и Луны обряд является следующий обряд. Здесь описывается: в случае бездетности семьи или при болезни детей Солнцу и Луне, именуя их общим названием светлые сияющие, приносили в жертву белую овцу. Верили, что иногда Солнце и Луна насылают болезни маленьким детям. Они якобы оказывали огромное влияние на судьбу и жизнь детей. Ну и здесь, конечно, когда основа мировых религий, понятие вообще небесной сферы, космогонии в религии, почитание Луны и Солнца, у всех народов вам придется так или иначе соприкасаться. То есть, значит, и символические изображения, например, последующем мы посмотрим в буддизме, Солнце, Луна, например, на всех танках икона изображается. Затем можете посмотреть, значит, цветовое решение. Второе напишите цвета. В основном цвета у многих народов 5-8 цветов. Если у многих народов бывает белый цвет, он такой цвет смерти, например, да? А у многих бывает, ну, у бурят, например, у многоязычных народов белый цвет торжественный, скажем. Здесь тоже я подобрала для вас сакральность белого цвета, различные стороны мировоззренческих представлений
Почему, например, вход в жилище всегда сооружались с южной стороны. Южная сторона как самый лучший из сторон, скажем, нежели северная. Северная сторона – это прибежище духов, умерших сородичей и так далее, может быть. Почитание юга тоже здесь подобрала, значит, да. Значит, какие жертвенные дары, например, значит, и почему баранин до сих пор, почему молоком, например, брызгают на сегодняшний день, вы видите, да, а дети будут спрашивать, почему молоко, каким образом, какие благопожелания в связи с этим имеются, тоже придется не давать разъяснений. Даже не, если вы даже уроки на эту тему не проводите, например, да, вы проводите всевозможные, ну, традиционные такие праздники, скажем, да, вы же все равно должны давать пояснения, почему, например, белый цвет, почему молоко, например, присутствует, потому что это кочевые народы. Ну, здесь и молнии, например, здесь тоже описал, я сейчас зачитывать не буду, вы прочитайте сами, достаточно там почитания различных культов. Но особенно здесь культ отдельных небесных светил не будем, но вот культ огня в шаманизме, вот это достаточно такой распространенный, что ли, культ. Он был действительно и на сегодняшний день даже в костер, в огонь, чтобы не выбрасывать с точки зрения экологии, например, да, современных требований и вообще требований традиционных, вы можете как раз сослаться и на исследования Доржи Банзарова, что написали иностранные западноевропейские путешественники, например, как описывали культ огня, как почитается, например, здесь тоже подборка есть. Какие запреты, нельзя бросать в огонь разного рода мусор, отбросы, нельзя топить печи нечистыми дровами, не помыв руки, иначе огонь, как верили, будет осквернен, и в гневе наши болезни, особенно почему-то кожные, мне это сложно понять, различные ссадины, раны, язвочки у детей объясняли тем, что дети неосторожны с огнем. В случае осквернения огня совершали обряд моления огню, убирали золу под таганом, насыпали под него чистый песок, гальку, разводили огонь и клали туда клубную плоть барана, обернутую внутренним жиром животного, и она очень долго горела. Затем совершали возлияние огню масла, морки, чаем, угощали огонь кусками жира и при этом произносили тексты славословий и призываний. И полагали, что огонь способен освобождать от вредных мыслей и дел, а также от злых духов, поэтому все подвергалось очищению огнем. Ну вот такого рода как бы описание вы обязательно посмотрите. Дух хозяина огня, значит, есть и песни, стихосложения и так далее. Я, например, помню, здесь как раз здесь написано, если уголек напоминал человека, сидящего на кресле или на подушке, а оба говорили, что приедет Найон или Лама. Это в печке, когда догорает, сейчас даже дети, вот это поколение же знает, что такое дрова, например, да, как они в печке и так далее. Вы-то еще коснулись, ну и то уже уходит. А я помню вот с детства два таких момента, вот как раз такого возраста, как моя внучка, 5-6 лет было, и вот осталось, ну, такие остовы от поленьев в печке, и я решила его, ну, мне надо было уронить и разровнять. Только я собралась, значит, мама мне говорит, нельзя, ты покорми его так, значит, с пеплом, ну, по-бурятски, значит, это самое, холго ергнешин, ходода юм, амында золотая варит, ну, будь благопожелание, вдруг гости. И вот ночуете у нас, значит, покрыты шелковым одеялом, ну, примерно такой смысл. Я думаю, ну ладно, ну я так сделала где-то вот в таком возрасте. И получилось, что, и потом мама, помню, мне рассказала, что однажды женщина ждала сына,
И так и не было. И потом, когда уже перестала ждать, и вот когда увидела вот такой, как же называется, вот от огня, значит, она взяла вот эту недогоревшую головешку, скажем так, недогоревшую. Она взяла и бросила она в воду. И, конечно, она погасла. Она хотела быстрее закрыть эту печку, трубы и так далее. И вот сын, который долго не возвращался, он по дороге домой так утонул. И вот это, видимо, в детском сознании, это было действительно мне 6-й год, 6 где-то. И у меня так осталось, что трепетное такое отношение к огню, что нельзя туда плевать, нельзя. Это было чисто житейское. Ну, у вас тоже такого рода события были. Или же второй момент, вопросы экологии, что хозяин. Я тоже в таком возрасте из предметов цивилизации, у меня только была эта щетка и порошок зубной. А все остальное в летнике это земляной пол, маленький такой домик, и ручеек тек, значит, никакого рукомойника не было, я помню, и такая доска, и вот этот ручеек, в этом ручейке мы мыли лицо. И я решила, значит, зубы почистить, почистила и белым этим плюнула в ручеек. И я с ужасом, я помню до сих пор, иногда вот мне уже сколько лет, много лет, я эту вычеркивала, потом бегала вот эту белую маленькую пену, и с тех пор, чтобы и матери я не сказала, что я так делала. Потом, спустя много лет, конечно, рассказывала, что я так делала. И вот это было, что нельзя, это надо почитать, этот ручеек. Ну, то есть это, видимо, было заложено. А сегодня вы же видите наши... И мы сами иногда допускаем очень много такого. И вот поэтому здесь культ огня, воды, вот это символы, ну, я бы сказала, религиозно-нравственного характера, что ли. Хотя вот слово шаманизм будет, например, когда вы сейчас скачаете себе, то вы должны знать, что вы, значит, по этой канве идете, например, и для себя из собственного религиозного опыта, возможно, уже будете выстраивать свой рассказ или свою позицию. Вот вашу позицию. Но дело в том, что культ земли, почему, например, да, и когда рассказывают, почему нельзя просто распахивать землю, например, я тоже помню, что почему у монголов, у бурят, например, таким загнутым носком, и что нельзя копать землю там, где тревожит покой земли. И вот это тоже осталось все с детства. Но, видимо, любопытно было и спрашивала, что нельзя просто так ковырять землю, нечего. Хотя, конечно, мы тоже допускали в детстве разные шалости. Горы здесь как раз, почему, например, старину запрещалось любить деревья без особой надобности. Вот эти вопросы, культ животных, например, вот здесь уже тоже идет. Но здесь уже разные. И почему древние люди верили, в древние верования, как раз вот этот момент, какие культы были у тех или иных народов, как раз здесь уже описано. Культ орла, например, а вот все спрашивали вот на территории Улан-Удэ, почему художник, скульптор соорудил это, то есть установил орла, вот летящий в 16 метров взмах, где на новом, на каком мосту? На Богатырском мосту, значит, да? И вот все спрашивали, я как раз скульптору-то говорю, вы должны сказать, что культ орла, например, у всех народов Центральной Азии, значит, у киргизов, казахов, у тюркоязычных, монголоязычных народов культ орла он всегда был. И поэтому вы найдите описание, что-то я, по-моему, находила, исследователь, и почему надо, с какой точки зрения. Он в расправленном виде, стоящий, ну, разные. И вот, и, конечно, культ животных, он абсолютно. И тогда вот, почему художники, они воспринимают по-другому вообще мир по-своему. Когда вы оленей видите, например, да, на Оленьем мосту,
Это Васильев, тоже скульптор. Казалось бы, ничего такого нет, просто скульптурные изображения олени. Они же вам же они нравятся, например. Вы проезжаете, вы увидите. А почему так? Почему культ оленей? Почему, например, лесных народов? Или же культ, например, китов, скажем, или же морских млекопитающих и так далее. То есть у всех народов вот те животные, которые находились рядом. Ну, я уже не говорю, что культ там медведя, волка и так далее. Здесь как раз здесь и магия, и все, что хотите. Вот. Здесь, конечно, как раз это по Тарасу Максимовичу Михайлову как раз здесь даны. Это наукой как бы выверены, очень спокойно, потому что можете цитировать безо всякого. Так, до 34-й страницы вот как раз то, что мы сегодня обсуждали. Я хочу, чтобы вы мне задали вопрос к шаманизму или к архаичным верованиям. Возможно, мы вернемся еще раз в конце наших занятий. То я хочу сказать, что вам предстоит еще раз домашнее задание к следующему занятию по расписанию моей фамилии Никитова. Как будет, да? Я вас прошу на этот электронный адрес, да, мой религиозный опыт, запишите, вот я вам третий, это ваш религиозный опыт и наблюдение. Пожалуйста, в объеме 3 страниц вот от вас жду. Я ваши данные. Вот мой религиозный опыт и мои наблюдения. По соблюдению обрядов, ритуалов, вашими знакомыми. Обязательно напишите, потому что когда вы напишете, ничего не редактируйте, как Бог на душу положил, так что напишите, да? А я тогда вам обратно, я буду вам отвечать. Вот я 42 человека из пединститута, они мне написали, да, они думают, что я не справлюсь. В 5 часов утра письмо приходит, и вот в связи с чем вот вы написали, я бы, например, вам дала бы такую, ну, как бы ваши выводы. А что интересно было, ну, например, а что это означает? И я думаю, что вот это как раз студентки и выпускники уже заочного, правда, отделения, но ничего страшного. И они, на самом деле, данные дали почти, я получил данные по всей республике, религиозной ситуации, о религии и так далее. А здесь, применительно к вашим будущим урокам, например, да, какое направление вам лучше взять? Ну, такой совет. Я каждому отвечу. Хорошо? Можете и сегодня вечером сразу написать. Завтра утром мы уже вечер. Хорошо. Вечером или утром получим. Слушайте, да? Так, пожалуйста, напишите. Ничего, ошибок там, только самое главное свою фамилию напишите, что я же вашу фамилию взяла. А кто вы? Чтобы было понятно. Это когда, скорее всего, поможет выступать перед родителями. Вот ваше наблюдение. И плюс сейчас возьмете вот этот текстовой материал, он вам поможет. Потому что без сопровождения по структуре вам сложно будет сразу сориентироваться. Так, хорошо? Ну все, давайте. Можете флешку сюда принести, я уже